Ты говоришь развод. Я силой, конечно, тебя удерживать не могу и не буду, но ты представляешь себе, как я буду одна поднимать детей? Как-то поднимутся. Я даже на работу устроиться не могу, потому что наш младший еще сильно маленький. Ты, как отец, будешь обеспечивать своих детей? Я нигде официально не устроен. Все имущество, дом, машина, все оформлено на родителей, поэтому с меня нечего взять. Тогда я подам на алименты. Отец после развода обязан выплачивать алименты своим детям. Какой развод? Какие алименты? Ты прекрасно знаешь, что у нас не зарегистрированный брак. И вообще завтра я уезжаю на заработки, поэтому ни суд, ни полиция меня не найдут. Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Родители вправе заключать соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей, соглашение об уплате алиментов. В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних детей, алименты взыскиваются с родителей в судебном порядке. Да, Семейный кодекс защищает права детей в случае развода родителей, но это семейный кодекс. А по закону семьей является только тот брак, что зарегистрирован официально в органах ЗАГСа. И взыскать алименты можно только с тех отца и матери, которые являются родителями официально. Такие ситуации, как было показано в начале программы, как ни прискорбно это признавать, случаются. И тогда действительно взыскание алиментов с родителя в незарегистрированном браке становится проблемой. Проблем будет меньше, если мать, состоящая в так называемом гражданском браке, своевременно и по закону совершит процедуру установления отцовства своих детей. Действительно, отцовство ребенка можно установить и в незарегистрированном браке. Это можно сделать до рождения ребенка, во время регистрации рождения и даже после. Процедура проста. Для этого нужны только документы, удостоверяющие личность обоих родителей, и их совместное заявление о том, кто является отцом ребенка. Так происходит в случаях, когда отец не отказывается от своих обязанностей и добровольно устанавливает свое отцовство. Но, к сожалению, так бывает не всегда. Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается путем подачи в орган ЗАГС совместного заявления отцом и матерью ребенка при отсутствии такого согласия по решению суда. Если получить согласие мужчины на установление отцовства невозможно, а рождение ребенка еще не зарегистрировано, нужно зарегистрировать рождение ребенка без указания отца в свидетельстве о рождении или с указанием имени и отчества отца со слов матери. Это нужно сделать в течение 30 дней с момента рождения, а потом уже через суд заняться установлением отцовства. Как установить отцовство без согласия отца ребенка? Исковое заявление об установлении отцовства подается в районный суд по месту жительства фактического отца ребенка. А для обращения в суд нужно собрать следующие документы. Во-первых, документ, удостоверяющий личность матери. Далее оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка. А также необходимо будет предоставить доказательства отцовства. Это может быть переписка отца с ребенком, свидетельство очевидцев, генетическая экспертиза и так далее. Суд принимает любые доказательства. Если суд постановит, что ответчик действительно является отцом ребенка, нужно будет затем подтвердить отцовство и в отделе ЗАГС, куда нужно подать решение суда. Таким образом, самый важный шаг вами будет совершен. И вот теперь можно будет подавать в суд на отца, который уклоняется от выплаты алиментов. Алименты присуждаются с момента обращения в суд. Как начисляются алименты? Алименты на детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно, в таком размере. На одного ребенка 1/4 часть заработка, на двоих детей 1/3, на 3 и более детей половина заработка и иного дохода родителей. Если родитель имеет нерегулярный доход, суд вправе определить размер алиментов в твердой денежной сумме. Также следует помнить об ответственности за невыплату алиментов. При возникновении задолженности по вине лица и за умышленную неуплату алиментов виновное лицо несет административную и уголовную ответственность.
Неуплата родителям без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно, наказывается исправительными работами на срок до 1 года, принудительными работами на тот же срок, арестом на срок до 3 месяцев, лишением свободы на срок до 1 года. В случае наличия задолженности у родителя по алиментам свыше 10 тысяч рублей, он не сможет выехать за пределы страны, пока не выплатит свой долг. Постановление о временном ограничении на выезд выносится службой судебных приставов-исполнителей. Важно знать и это. Если бывший супруг не выплачивает алименты более года и его местонахождение неизвестно, не надо опускать руки. В этом случае мать имеет право обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим. Если отца признают безвестно отсутствующим, то у ребенка возникает право на получение пенсии по случаю потери кормильца. Кроме того, если есть решение суда о выплате алиментов, а бывший супруг уклоняется от их выплаты, то тот, у кого на попечении находится ребенок, может получить социальную выплату как одинокий родитель. Она составляет 2765 рублей в месяц и оформляется в органе социальной защиты по месту жительства. Зная свои права и обязанности, вы сможете избежать неприятных ситуаций и обеспечить исполнение обязанностей по содержанию ваших детей.